Под нашей полярной звездой, лучами холодного солнца играя и северного сияния мечтой, живем, культуру, язык сохраняя. За нами костры наших предков горят, и слышен гул тысячных стад, и пение души, и бубны шумят. Мы те люди, что проводят свой древний обряд. Страна ты кочевий, мой север родной, все народы ты пленишь своей красотой. И пусть не угаснет твой юный затор, и ты, мой язык, возвращайся домой. Как сохранить родной язык? Этот вопрос для коренных малочисленных народов Севера остается актуальным на протяжении последних десятилетий. Однозначного ответа на него до сих пор нет. Хотя предлагаются и существуют различные способы для изучения, сохранения и развития родных языков. Несмотря на это, по данным статистики, все меньше людей говорят на своих родных языках. Якутский филиал Федерального института родных языков народов Российской Федерации – одно из научных учреждений, которое работает над этой темой. Мы побывали там и поговорили с его сотрудниками. Кроме того, нам посчастливилось встретить тут знатоков родного эвенского языка. Мы приехали с Благовещенска, участвовали там в международной олимпиаде Турен. Ну, что из себя представляет эта олимпиада? Почему вы туда поехали? Очень престижная олимпиада, очень большое мероприятие, в котором собираются тунгусы, вены, венки, рачоны. Вот. И мы очень рады, что стали частью этого большого мероприятия. А вы сами конкретно какое приняли там участие? Что сделали? Поехали туда именно участвовать в конференции. И вот заняли место, получили диплом второй степени, участвовали в научном докладе по теме «Война. История моей семьи». Да. Я была участницей в научном конференции в Турен. Мне очень понравилось, там было очень много детей, которые знают свой язык. Организаторы очень все хорошо организовали в этой конференции. Участников было 30. Рачоны разговаривали на китайском языке. Ну, рачонский язык это какой? Похожий с нами. Похожи с нами. На эвенском языке и на эвенкийском языке. Эвен, джер, илан, диген, тунган. Тебе самое конкретно что понравилось? Мне понравился сам процесс. Это сплоченность с другими народами и то, как каждый ребенок в нынешнее время до сих пор знает свой язык, культуру, ценит и понимает важность для сохранения своего языка родного. И чтобы дальше с помощью этого конкурса дальше передавать язык. Что тебе дала эта конференция? Эта конференция дала мне понять, что я хочу продолжать на эвенском языке дальше по направлению эвенского языка, культуру свою продвигать дальше, в дальнейшем. И в учебе, в университетах дальше свой родной язык увековечивать. Изучать. Одна из организаторов Международной олимпиады по эвенкийскому и арачонскому языкам «Туран-2025», которая прошла в Благовещенске, ведущий специалист, эксперт якутского филиала, автор учебников по эвенкийскому языку, член исполкомов ассоциаций преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Феня Матвеевна Лиханова. И в рамках этой олимпиады прошла международная детско-юношеская конференция «Родной язык. Наше наследие». И организовали эту конференцию Ассоциация преподавателей родного языка коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Председатель Шумилова Виктория Валентиновна. Докладчиков было 30 человек. Из Амурской области, из Забайкальского края, Республики Якутия много участников было. Также Хабаровский край, Вены,
ну и Арачон и Китая. Цель была, конечно, развитие наших родных языков, ну, тунгусских народов. Также были представители маньчжурских народов, они приехали просто посмотреть, как мы проводим эту конференцию. Зачем нужно проводить такие конференции? Это как бы популяризация наших родных языков, ну и, конечно, дать понять детям, что родной язык, ну, вот для каждого ребенка должно стать ценностью. Мы в прошлом году первый раз эту конференцию провели, но уже была просто межрегиональная. Идея была Макаровой Клавдии Иннокентьевны, учителя венгерского языка школы Арктики. Вот. Детей тогда было меньше, все-таки было где-то около 20. Ну и тогда мы решили, что в течение года нам надо готовиться к этой конференции. Окликнулись у нас спонсоры. Это Тимтон Золото, город Нерюнгри. Потом наше Министерство внешних связей, тоже ассоциация Шумилова с ними переговорила, и получили грант именно на призовой фонд, на поездку и призовой фонд. А членами жюри были члены исполкома Ассоциации преподавателей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской. Это Адзял Марина Андусовна из Хабаровского края, Темина Марина Григорьевна, тоже из Хабаровского края, кандидат НИФ Марина Андусовна Ульч. Также были Банаканова Лиля с Камчатки, руководитель ансамбля Нурганек, знаток эвенского языка. И также была наша Удегир Ольга, тоже знаток эвенкийского языка. И это было такое жюри, которое независимое от нас. Дети читали на родном языке, и тут же был перевод. Дети, сами вот участники, какое впечатление на вас произвели? Вы знаете, вот я как преподаватель, как автор, ну и вообще как представитель, ну, более взрослого уже, ну как бы возраст, и я подумала, какие наши дети умные, как они хорошо читают, как они говорят. И все то, что мы делали вот десятилетиями, уже 2 десятилетия, все-таки оно отдается. Директором якутского филиала Федерального института родных языков народов Российской Федерации является Наталья Васильевна Ситникова. Наталья Васильевна, языковая ситуация среди коренных малочисленных народов Севера на сегодняшний день в России и в Якутии какова? Конечно, можно сказать общими словами, что ситуация не улучшается, в том плане, что у нас остается все меньше носителей языка, и дети в семье не все говорят на родном языке, а основа это все равно закладывается это в семье. К счастью, надо сказать, что языковая политика в Российской Федерации всегда находится в центре внимания. Это наше достояние, наша особенность Российской Федерации, что мы многообразны, многокультурны и должны сохранить каждый язык. Есть языки, которые исчезли, засыпают, которые находятся на стадии исчезновения. Вот эта вся ситуация нами мониторится. И мы, конечно, после советского времени получили огромный пласт работы, который нужно сделать в соответствии с новыми стандартами, с новыми федеральными образовательными программами и в рамках новых федеральных учебных планов. Наверное, каждый родитель сейчас обеспокоен тем, что дети все же не говорят. Несмотря на то, что даже есть учебники, учителя, дети говорят на русском языке или на якутском языке. Эта проблема учеными как решается, да? Ну, во-первых, есть различные методики и модели билингвальные, то есть двуязычных школ или многоязычных школ в различных регионах, в том числе и в нашей республике. Есть места традиционного проживания коренных народов, где в семье и в среде говорят на языке. Вот это и есть вот гарантия того, что язык будет передаваться от поколения к поколению. Но есть еще второй метод – это начинать с детских учреждений дошкольных, потому что ребенок изучает
любой язык в детстве, он, например, очень был популярен у нас английский язык, дети с детского сада начинали изучать, а сейчас вот идет тенденция к тому, чтобы дошкольники изучали родной материнский язык, ну как иностранный. Например, в городе Якутске создали частный детский сад именно с изучением эвенского родного языка. Это же прекрасный опыт. Хотелось бы, чтобы таких экспериментов было больше. Но если взять другие регионы, то есть у нас очень популярная методика языкового гнезда. То есть когда все люди вокруг ребенка говорят на родном языке. Но они специально выучивают фразы. И есть один или два носителя языка, которые не являются педагогами. Это может быть бабушка чья-то или дедушка, который их учит чему-то, но говорит все время на своем родном языке. Языковые гнезда очень популярны в Таймырском, Долгано-Ненецком автономном округе, и у нас в республике тоже есть. Я хочу назвать даже сегодня, да, вот мы проводили интересный семинар по дошкольникам, и там выявили, что у нас языковые гнезда, ну, естественно, это Себен-Кёль, Кобяйского района, Березовка, Среднеколымского района, Тополиный, Тампонского района. И, конечно, есть садики, которые тоже стремятся к тому, чтобы их персонал говорил с детьми на их родном языке. Наталья Васильевна, есть же еще проект «Языковое гнездо» в Тяне Алекминского района. Что вы можете сказать по этому проекту? Ну вот языковое гнездо, это международная методика, когда дети с родителями одновременно могут даже изучать язык свой. Конечно, я вот слышала про гнездо в Тяне, и я думаю, что результат есть, потому что они очень активно участвуют во всех мероприятиях. В прошлом году они участвовали в конференции «Будущее Якутии» на венкийском языке, а в этом году они ездили на международную олимпиаду и конференцию для участия именно тоже на родном языке. Я думаю, что результат будет, потому что дело не в том, что там какая-то компания, да, помогает, а что родители сами настраивают детей на то, чтобы они с ними разговаривали. И их даже учили родному языку. Тут дело действительно не в компании, а в желании самих жителей, родителей, чтобы дети занимались и знали свой родной язык. Какая бы компания ни помогала, если сам родитель или окружение детское не будут говорить на родном языке, то язык-то явно. И, конечно, есть такое направление, которым мы занимаемся, и это очень важное направление, это разработка новых программ, новых учебников, пособий для учителей. И, конечно, это разработка онлайн-пособий. Это уже как бы новая форма, электронная форма учебников, чтобы ребенок мог бы изучать самостоятельно или даже любой взрослый этот язык. Вы знаете, нам для того, чтобы восполнить всю потребность, нужно разработать 707 учебников по разным классам. У нас ведь есть школы базовые, школы с углубленным изучением, для невладеющих, для владеющих. Видите, да, в основной школе, в старшей школе, в начальной школе. А у нас всего лишь 16 разработано. Вот видите, работы еще полным-полно. Да. Для этого нужно нам организовать, чтобы не только 4 человека у нас работало, да, больше, во-первых, штатных единиц, а во-вторых, чтобы мы подготовили авторов из числа учителей, методистов в регионах. И мы это делаем, проводим ежегодно семинары, курсы, повышение квалификации специально только для авторов. Скажите, а вот самый последний пример, вот такой вот, какой вы можете привести, что сами учителя начинают становиться авторами? Я вообще вот тихо радуюсь и горжусь тем, что мы впервые разработали учебники для младописьменных языков. Телеудский,
эйницкий, даже не было учебника по саамскому языку. То есть у нас вечные споры по орфографии, по различным там подходам к обучению детей, но надо делать дела. Поэтому я думаю, что обновление учебников – это очень важно. И раньше были учебники, да? Но дети не говорили, потому что сейчас новый подход – это обучение говорению и обучение аудированию, и только потом на основе грамматики, да? И только потом уже письменная речь. Конечно, это вынужденная мера для того, чтобы дети быстрее входили в язык. Скажите, вот вы только что назвали ряд языков, по которым разработаны учебники, но они же не у нас, они за пределами Якутии. Мы оказываем организационно-методическую помощь. И в некоторых случаях, когда есть только носитель языка, но это не педагог, да, к примеру, ветеринар, но знает язык, то мы помогаем как соавторы, потому что мы знаем методику, технологию обучения языкам. Вы знаете, у нас еще есть ведь целая серия новых учебников по тем языкам, которые являются нашими, якутскими. Это у нас эвенский для 1-4 класса в издательстве находится, эвенкийский для 5-9, 1-4 литературное чтение тоже по эвенкийскому. Чукотский язык разработали полностью для начальной школы. Это очень интересный был проект по поручению самого Владимира Владимировича Путина. И еще есть у нас Республика Саха-Якутия самостоятельно в предыдущие годы издавала тундренный юкагирский и букварь по лесному юкагирскому. Работа тоже предстоит большая, потому что надо покрыть вот основную школу и старшую школу. И если сейчас нас смотрят авторы потенциальные и носители языков, мы можем вам содействовать для того, чтобы заявка от вас ушла на финансирование разработки. Последний учебник, над которым вы работаете, это какой? Сейчас это чукотский язык, потому что сейчас мы его готовим к апробации. Это учебники для 1 и 4 класса и методичка для учителя также. Я хочу еще сказать, что вот интересный очень подход, который мы дальше будем развивать, это онлайн-обучение или введение электронных образовательных ресурсов. У нас дети сейчас все занимаются, да, мультипликацией, оживлением различных форм малого фольклора. Мы издали пособие «Загадки пословицы», подготовленные силами школ, с озвучкой, с анимацией, с привлечением международных наших партнеров. И кроме этого у нас еще есть проекты, которые на конференцию поступают. Я всегда вот привожу в пример девочку Ефимову Василину из Тополиного, которая записала немнокан своей бабушки Осениной Дарьи. Они сделали из него мультфильм, нарисовали, озвучили. Также мультфильм мы сделали дети Слепцова Аделина из Андушкинской по юкагирскому. Процесс идет, как говорится, вне зависимо от нас. То есть каждая школа может это сделать, и очень хорошо, что благодаря поддержке государства, государственной программе сохранения и развития родных языков коренных народов, это направление работы очень активно развивается именно в нашей республике. Мы в этом процессе, можно сказать, флагманы. Мы начали свою передачу со стихотворения молодого поэта Михаила Кривошапкина, который является также специалистом отдела учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов якутского филиала. Он родом из Себянкёля Кобяйского района и хорошо знает свой язык. Это первый язык, на котором я начал разговаривать. На нем свободно говорят мои родители, говорят сестры, говорит брат, и также говорят мои дети. То есть в семье, также в населенном пункте я полностью разговариваю только на эвенском языке. Ну это же отлично, значит, межпоколенческое общение сохраняется в вашей среде, да?
Да. от дедушек, от родителей, вот сами говорите, и дети ваши уже говорят. Ага. Они где сейчас учатся в школе или в садике ходят? Так, ну, моей старшей дочери уже 12 лет, она учится в Сибианкёле. Она категорически отказывается переезжать в город Якутск, так как ей там нравится, ей нравится жить среди своих сородичей, разговаривать на родном языке. А младшей дочери всего лишь 9 месяцев, только в прошлом году в декабре родилась. Вот вы в одно время занимались кочевым образованием. Скажите, насколько перспективно это, скажем, там, кочевые школы в Якутии и вообще, на ваш взгляд? И есть смысл вот развивать дальше? В нашем филиале работают специалисты, которые занимаются этим вопросом не первый год. Лично по моим личным наблюдениям, по опыту работы в сельской местности, я скажу, что кочевое образование оно крайне важно, так как это в первую очередь оно стимулирует рост национального самосознания у детей. Если каждый ребенок коренного малочисленного народа Севера будет говорить, что он часть своего народа, то и уровень его языка, уровень его, можно сказать, самосознания возрастет в разы. Также мы все знаем, что кочевое образование оно как бы является основной средой функционирования языка. То есть практически большинство слов, которые используются на языке коренного малочисленного народа Севера, будь то авянки, авяны и другие коренные народы Севера, они используются в основном традиционном виде хозяйствования, это оленеводство. Так что есть смысл развивать кочевое образование, да? Кочевые школы? Да, я думаю, что кочевое образование именно как важнейшая часть сохранения родного языка, она очень такая фундаментальная, можно сказать. Вот вы сам как носитель языка, как вы думаете, вообще, как обстоят дела вот с тем же славянским языком в настоящее время? Люди уже начали этим заниматься, тянутся ли, хотят ли? Вот что вы думаете по этому поводу? Так, это мое тоже личное мнение. Я думаю, что все люди разные. У каждого человека, у каждого, можно сказать, молодого человека, у каждого представителя более старшего поколения есть свои интересы, есть, можно сказать, свой жизненный путь. Но в последнее время, благодаря усилиям общественных деятелей, благодаря лидерам коренных малочисленных народов Севера, дух народа все-таки он живет. Мы все знаем, что в последнее время такая сложная ситуация в языковой политике не только в Якутии, но и в общем по стране. Сокращаются часы родного языка, но мы думаем, я думаю, что благодаря преемственности поколений, благодаря опыту более старшего поколения мы сможем свой язык сохранить. Осикат Эрдалин. Ингангиде Осикат Эрдалин Мюлтен гарпаңчын эвереп, нян хэкүнүн гәкиндит, тәгәттәп, төрі мұрмән үрдізіттәп. Мут амарда тут, хоп кілті гулунттан, нямалкан ырырти иркілні оғылтан, уын тұтан игілтен. Мут жүлеп томал бұ, тинді бұр тәгәттәп. Кашчимгал бұғатан, иңін гидет төріңет, бай бәкәббән, хи айды кәчінні, әдін нүн хивра, хиністі тоғаңаз, Молодежь народов Севера все больше и больше тянется к изучению родных языков, к тому, чтобы разговаривать и общаться на языках предков. Поэтому и думается, что родные языки все-таки вернутся домой и будут жить еще долгие века.